Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «Беринчи студия». В студии я, Нурбек Иманов. И в этом выпуске мы поговорим о социальном контракте, о том, как он реализуется и каких успехов удалось достичь за период его реализации. И у нас в гостях начальник управления по подготовке решений по труду и развитию активных мер Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Здравствуйте, Бермет Бахтбековна. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Бермет Бахтбековна, программа «Социальный контракт» реализуется в Кыргызстане с 2022 года, то есть ровно год прошел, и, по-моему, когда он только начинал реализовываться, мы как раз о нем с вами и говорили уже, правда, это было в другой студии. Скажите, пожалуйста, вот на протяжении года какие можно сделать выводы из этой программы, насколько она работоспособна и насколько серьезно она помогает семьям выйти из той ситуации, в которой они оказались? Социальный контракт, социальная помощь на основе социального контракта у нас в самом начале была запущена как пилотный проект. Там было реализовано у нас в Джумгальском районе, Кадамчайском районе по 50 проектов, это 100 семей. Проект был реализован полностью, 100%. И в 2022 году мы по результатам этого пилота распространили это на 2800 семей по республике. То есть министерство тогда с каждого района отобрало 50 семей, 50 проектов, то есть без учета населения, без учета получающих пособия, да, то есть равноценно каждому району по 50 семей было предоставлено. 2800 семей, из них 2 проекта только не реализованы в связи с тем, что там были форс-мажорные обстоятельства, там был пожар в одном месте. В другом случае там уже была смерть получателя. Если посмотреть, то почти хорошо реализован. То есть на сегодняшний день решение о том, что данный контракт будет заключен с 10 тысяч семьями нашей страны, это доказывает о том, что она достаточно успешно была проведена. Эта программа же, основной целью ее было уменьшить количество людей, которые находятся на государственном обеспечении, то есть получают социальные пособия по тем или иным причинам, оказавшиеся в сложной экономической ситуации, да, в сложной социальной ситуации. И благодаря такой программе, насколько я помню, тогда еще министр, когда о ней рассказывал, говорил, что это способ вывести граждан из вот такого, местами, да, иждивенческого положения на то, чтобы люди сами взяли в свою жизнь в свои руки, и государство оказало желание вот именно помочь таким образом, чтобы люди могли выйти из этой ситуации, начать свой бизнес и реализовать те или иные задумки, которые у них были на тот момент. И на сегодняшний день вы отметили, что в принципе она почти на 100% реализована. Все семьи, которые получили, заключили контракт социальный, у них у всех сейчас так или иначе бизнес пошел. Скажите, пожалуйста, в каком направлении в основном люди выбирают, заключая социальный контракт, вести свой бизнес, вести свое дело? Вы вот озвучили то, что целью является уменьшение получателей. Нет, это не цель. Ага. Да, уменьшение получателя пособий. Целью является вовлечение этих семей в активные меры. То есть семья, она, чтобы экономически состоятельна была, чтобы еще раз дать возможность семье, вот даже вот главе семьи, да, чтобы реализовать свой вот потенциал, потому что пишут проекты они сами. Это финансовая грамотность семьи. Это не только дает о том, что они отказываются от пособия. Это вот финансовая грамотность, это мы помогаем им написать эти проекты. То есть семья как бы комплексно, но она потихоньку становится активной. Ну, активная семья – это активное село, активный регион и активная страна, то есть процветающая наша страна. Да? И второй вопрос о том, что в каких сферах 2800 проектов, из них 59% они было направлено на сельхоз, то есть сельскохозяйственная отрасль. Более 10% это у нас в сфере услуг, это предоставление, то есть
перевозка пассажиров, это услуги салонов красоты, парикмахерские услуги, также IT-технологии, да. Также у нас 24% это производство, это у нас легкая промышленность, как вы знаете, у нас очень много швейных цехов, которые очень хорошо обеспечивают, да, и на экспорт работают. И на сегодняшний день мы также проводим работу по подготовке рабочих, то есть в данных цехах, получается, наши цеха на сегодняшний день оборудованы очень современными технологиями, и то, что выпускают наши профтехлицеи, там старые машинки, да, то есть мы сейчас проводим активную работу, чтобы данные студенты, они проводили обучение, дуальное обучение именно в местах производства. Мгм. То есть здесь, вопреки ожиданиям, ну вот была новость о том, что каждая шестая семья, которая заключила социальный контракт, занимается животноводством. Ну, это не сказать, что очень большой показатель, но в то же время это достаточно обширный охват по регионам, и именно получателями, вот, сторонниками, да, социального контракта получается в основном люди из регионов и сельской местности. Мгм. Если большая часть все равно реализуется социального контракта на ведение животноводства или сельского хозяйства. Но при этом, ну, лично для меня было немножко удивительным, что люди реализуют проекты и в сфере IT, и в сфере, например, индивидуального предпринимательства, таких Да, как салоны красоты да. и пассажироперевозки. Вот скажите, пожалуйста, как удалось достичь этих результатов? Потому что сам по себе сумма социального контракта, она же не составляет такую уж большую сумму, но тем не менее люди, как вы отметили, реализуя эти проекты, они обучаются параллельно финансовой грамотности, строят свои бизнес-модели, и, как я полагаю, у них получается привлекать и инвестиции дополнительные в свой бизнес тоже. А, вот почему животноводство сельского больше преобладает, потому что у нас городов-то и немного, да. Мгм. Если взять город Бишкек и город Ош, да, там в основном не займешься сельским хозяйством, так как бы инфраструктура не позволяет. В сфере IT, да, 100 тысяч это не так много, но достаточно для того, чтобы купить ноутбук, достаточно для того, чтобы купить пылесос и для осуществлять клининговые услуги, Мгм. да, потому что это успешно, как бы кто как сможет, кто где живет, от потребностей той местности, где они живут, то есть и рождаются такие проектные предложения. Мгм. Но сейчас увеличивается количество Да. получателей, и на этот год запланировано, что вначале вы тоже отметили, что будут заключены социальные контракты с 10 000. Тут нужно уточнить, семей или людей. 10 тысяч семей, но семью будет представлять один человек, то есть Мгм. глава семьи или законные представители детей, да. Это, конечно, из числа получателей пособия «Юбилейный көмек». И то есть на этот год мы запланировали 10 тысяч семей разбить по регионам, не так, как в предыдущий раз фиксированное, да, такое количество, Мгм. а 10% от получателей пособия «Юбилейный көмек», потому что это будет очень даже справедливо, да, потому что в одном регионе у нас меньшее количество, в другом регионе, то есть от в зависимости от населения, мы это все как бы сейчас разделили, уже составили график, когда будем вручать уже сертификаты этим семьям, и ну, пока вот продолжается эта работа. Мгм. Кстати, про юбилейный көмек. По правилам социального контракта, через 3 месяца после заключения социального контракта у семьи нет возможности уже получить Да, это пособие юбилейный көмек, потому что сам социальный контракт предполагает, что за этот период уже бизнес, который они начинают, он должен уже да. приносить прибыль. И скажите, пожалуйста, во-первых, вот за этот период, за этот год уже были такие прецеденты, и удалось ли реализовать за 3 месяца ну, возможность зарабатывать через вот, ведение своего бизнеса? И как вы будете мониторить это в этом году? Ну, на сегодняшний день у нас идет только процедура, то есть самое начало это составление
договоров, заключение договора. это На этот год новинка в только этом идет, году, да? да, заключаем договора, вручаем сертификаты. На сегодняшний день Таласская область полностью у нас уже выданы сертификаты. Джунгальский район, город Нарын, Нарынский район, Сюлюктах, Адамджай мы выдали, остальные области, они в очереди по графику. Да, семья 3 месяца после того, как заключила договор, она имеет право еще на пособие. Потом уже пособие приостанавливается, потому что одним из условий, то есть когда человек, то есть семья идет на такие шаги к активным мерам, то есть она понимает все риски, им озвучиваются вот эти все моменты, то есть после того, как просчитает, то есть комиссия на местах при местной государственной администрации, то есть органы местного самоуправления, когда они отбор делают, они просчитывают, жизнеспособный этот проект или не жизнеспособный. И вот хочу вернуться к процессу обучения и устройства и составления бизнес-проектов и вот всего остального. Эксперты, которые привлекаются для того, чтобы обучать тех людей, которые заключают социальный контракт, насколько эти эксперты привлекаются из каких отраслей? Это из неправительственных организаций или из различных государственных органов, или это представители непосредственно вашего министерства? В самом начале пилотный проект, он был с поддержки Всемирной продовольственной программы. ВПП ООН, она на сегодняшний день осуществляет обучение наших сотрудников. И наши сотрудники уже на местах, то есть это рабочая группа, она уже объездила всю нашу страну и обучила членов временной комиссии на местах, которые будут отбирать эти проекты. То есть они сами эту работу будут проводить. Это будет уже на местах и в каждом регионе, без того, чтобы каждый раз вплоть до устраивать Айлукмуту, то есть сотрудники Айлукмуту, сотрудники райгосадминистрации, наши сотрудники территориальных подразделений, они все уже прошли обучение соответствующее. Ну вот с увеличением участников этого проекта, как со стороны получателей социального контракта, так и со стороны государства, здесь, наверное, необходимо такой более усиленный мониторинг и контроль за целевым расходованием средств и за реализацией проектов, благодаря которым удалось заключить социальный контракт. Расскажите, пожалуйста, кто будет вести этот мониторинг и каким образом он будет осуществляться? Мониторинг, он осуществляется той самой комиссии, которая отбирала на местах Айлукмуту. Это Айлукмуту будет с участием райгосадминистрации. Они мониторят, выезжают ежемесячно, в квартал. Они отчеты нам каждый раз предоставляют. То есть мониторинг, он на постоянной основе. И они же могут, если что, проконсультировать. Конечно, конечно. Были случаи, когда говорили, вот я взял социальный контракт, заключил и купил корову, но я на сегодняшний день понял, что я хочу купить баранов, могу ли я это сделать? То есть решением комиссии звонят, мы их тоже консультируем, все это новое для нас, все невозможно прописать в положении, поэтому мы постоянно сотрудничаем с районами нашими и находим такие решения. А получатели социального контракта, вот насколько им удается достаточно быстро вовлекаться в этот процесс? То есть, вы привели пример, он с одной стороны кажется немножко таким ироничным, но с другой стороны это же говорит о том, что люди не всегда готовы, вернее даже не так, не всегда понимают, в каком направлении они хотят двигаться. И я уверен, что некоторые участники этого проекта, они строят свои бизнес-планы, исходя из того, что вот у меня есть, например, условно успешный сосед, и он там заработал свои деньги на, не знаю, на кондитерке. И вот я на него посмотрел, и тоже хочу заняться кондитерским делом. Или, вот что-то вот такое. Насколько часто встречаются подобные вещи? Таких кардинальных перемен, то есть вот то, что я привела, это пример с коровой, да, это то есть в этой же отрасли, это животноводство, да, а кардинальных перемен, то, что с кондитера хотел бы он там войти, перейти, таких еще не было.
То есть люди, они изначально как бы уже к этому серьезно подходят, выбирают то, что они могут, и то, что им по душе. То есть они более осознанно к Да, этому да, подходят, и конечно. большую роль, наверное, в этом играет как раз процесс консультирования и обучения с Совершенно привлечением верно, да. экспертов. Да, да. На местном А, уровне. а вот эксперты, которые вовлечены в этот проект, вы сказали, что это в основном представители местного сообщества, МСУ, местных органов самоуправления, и те люди, которые выступают в роли экспертов. А как долго проводится их обучение и каким образом они отбираются? Смотрите, когда наши выезжали, то есть представители ВПП ООН с нашими сотрудниками центрального аппарата, они то есть одну комиссию обучали 5 дней. Мгм. Ну, это достаточно такая объемная программа, как отбирать бизнес-проекты, на что нужно обращать внимание, как учитывать все риски. И все эти моменты прописаны, и они хорошо уже прошли обучение, как бы готовы. То есть это уже не впервые, как бы в этот раз нам было намного легче. Мгм. Ну и говоря о планах на этот год, скажите, пожалуйста, насколько, э, ну, какие именно выводы были сделаны в том плане, что вот предполагалось, что будет вот так, но на деле оказалось немножко по-другому, и пришлось какие-то отдельные моменты пересматривать в этом проекте и в реализации этого проекта. И какие новшества были внесены в этом году? Или их было, или их не было, или, может быть, минимальные какие-то? Мгм. В этом году мы внесли то, что семья не имеет права претендовать на получение пособия в течение 3 лет после того, как получится. Повторно. Да, Пособие в целом. да, 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 Мгм. да. То есть она должна активно продолжать свою работу. То есть изначально семье разъясняются все вот эти моменты, потому что это определенный риск. Сможешь, имеешь ли ты потенциал это все вот реализовать. Вот такие множества мы внесли в этом году. Мгм. То есть, если резюмируя наш разговор, получается, что программа «Социальный контракт» за год она себя показала с очень хорошей стороны, с минимальными проблемами. Да, вот Да. вы отметили всего 2 случая, когда человек не смог реализовать свой проект, потому что там по форс-мажорным Да. обстоятельствам, что в первый, что во второй раз. И министерство, и кабинет министров, и наше государство готово продолжать работу в этом направлении, и в целом эта инициатива, она дает хорошие плоды. Она дает хорошие плоды, потому что 2800 семей, если взять, что это 2 взрослых члена семьи, это уже 7000 рабочих мест. Это хорошее, то есть если взять среднее число, то есть в этих семьях проживает 3 и более детей, улучшение жизни данных детей, то, что они воспитываются в такой трудящейся семье, активной семье, и на будущее мы должны еще закладывать, да, то я думаю, что это хорошие показатели. Мгм. Спасибо вам большое, что уделили нам время и рассказали о результатах программы «Социальный контракт». И чтобы закрепить сказанное, я предлагаю нашим зрителям посмотреть сюжет, подготовленный моими коллегами, а после сюжета мы подробнее обсудим уже другую тему. Оставайтесь с нами. Одной из первых обладательниц сертификата на 100 тысяч сомов в 2023 году стала Айнура Дуонбаева. Она хочет расширить свой бизнес в сфере торговли. Я мама 3 детей. Каждый месяц получаю пособие 3600 сомов. Как только услышала об этом проекте, я захотела поучаствовать в нем. К счастью, в этом году я получила сертификат. Теперь я вложу эти деньги в расширение продуктового магазина. Кроме того, хочу 1% средств из этой суммы потратить на покупку барана, чтобы заняться параллельно и животноводством. В рамках проекта «Социальный контракт», оказывая помощь, стимулирует малоимущих и малообеспеченные семьи к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации и оказанию содействия в реализации их трудового потенциала. По итогам
2022 года Кабинет министров Кыргызской Республики принял решение о том, чтобы вот в 2023 году рассмотреть возможность выдачи этих социальных помощи уже 10 тысячам семьям. И на сегодняшний день эти вот 10 тысяч этим семьям деньги они полностью сейчас это распределены. В районах проведена учеба. Мы как обучаем? Первым шагом мы обучаем их финансовой грамотности. Что такое деньги, как их деньги держать, как делить. Вот. Во вторую очередь мы обучаем, как писать бизнес-проекты, бизнес-планы. И поверьте мне, люди меняются. Как только люди получают такие знания вот, о деньгах, вот, что такое деньги, вот, о бизнес-плане, вчерашние пассивные наши люди, они преображаются. Основными критериями для получения права на заключение социального контракта являются наличие подтверждающего документа о том, что семья малоимущая или малообеспеченная, наличие у них социального паспорта, либо она должна быть получателем пособия «Übülüge Komuk». Кроме того, отбор проводится 2 комиссиями. Также следующим критерием является их трудовой потенциал, потому что любой человек перед тем, как что-то делать, он должен знать, умеет ли он это делать, знает ли он вот данный бизнес-проект, то есть сможет ли он реализовать. Имущественный потенциал тоже является основным из критериев. Почему? Потому что, предположим, если наши семьи хотят развить свое дело, например, по животноводчеству, то элементарно у них должно быть место, где они будут их держать, да, и так далее. Вот. И, конечно, данная комиссия, первая комиссия, это комиссия по социальным вопросам. Граждане обращаются в Айлюкмыту или наше территориальное подразделение нашего министерства, которое есть в каждом районе городе. И первая комиссия, они отбирают, действительно, они по этим критериям совпадают, соответствуют. И далее их протокольно отбирает и направляет временная комиссия. Временная комиссия утверждается на районном управлении, где председателями комиссии являются акимы и мэры, то есть местные органы власти. В этом году планируют оказать помощь 10 тысячам человек. На это выделен 1 миллиард сомов. Кроме того, в настоящее время в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции совместно с Министерством финансов и некоторыми банками прорабатывается вопрос о выделении беспроцентного кредита в размере 200 тысяч сомов получателям социального контракта, которые успешно реализовали проект. А мы продолжаем, и во второй половине нашей программы мы поговорим о сложной ситуации в сфере оборота наркотиков, о преступлениях в этой сфере. И буквально на днях вызвало широкий резонанс видео, которые распространили в социальных сетях, как, судя по всему, руководители или владельцы наркобизнеса избивали молодых ребят, которые, судя по всему, работали закладчиками. И подробнее на эту тему и в целом о ситуации по профилактике преступлений, связанных с оборотом наркотиков, мы поговорим с начальником организационно-аналитического управления службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики, полковником милиции Айдаром Шигаевым. Здравствуйте, Айдар Туратбекович. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Айдар Туратбекович, чтобы не отходить далеко от темы о резонансном случае, сегодня было сообщение о том, что преступники уже задержаны. И можете подробнее рассказать, что это было за видео, и что это были, кем были одни ребята и кто такие другие ребята, которых задержали? Я хотел бы в предыстории обратиться. Дело в том, что если брать факторы наркоситуации, которые влияют на негативное сложение у нас в Кыргызской Республике, то одним из факторов является распространение синтетических наркотиков. И вот как раз таки молодые люди, это как раз те лица, которые в поисках легкой наживы, легкого заработка обратились уже в преступные сообщества, в преступные группы для того, чтобы нажить легкие деньги.
И, соответственно, они уже, наверное, думали, что если они обратятся туда, то, как и, так скажем, в законных учреждениях, организациях, хоть предприятиях, можно будет уволиться или уйти, но, к большому Без сожалению, последствий, да, да? это однозначно не так, это определенные последствия. Это хорошо, что они отделались ушибами и побоями. Могло быть и совсем иные последствия, это в виде, до такой степени можно дошло, могли их просто ликвидировать. Так что это бизнес, наркобизнес, он очень беспощаден, и в этом отношении я бы не советовал молодым людям искать легкого заработка, особенно от слез наших же с вами сограждан и иных лиц. Мгм. Здесь мы как-то с одним из руководителей Центра занятости за границей, Центра обеспечения работы за границей, говорили о том, что и за границей тоже очень много молодых ребят, в частности вот в России, в Казахстане, становятся жертвами вот подобного рода преступных организаций в том плане, что в поисках легкой наживы они тоже работают закладчиками, то есть теми людьми, которые распространяют наркотики, закладывают их. И они отметили, что вот эти люди, что самыми первыми, кого, ну, грубо говоря, вот жаргонной фразы сливают, становятся именно закладчики. И первыми, кого ловят сотрудники правоохранительных органов, тоже закладчики. И именно поэтому, вот в подтверждении просто ваших слов, это не самый безопасный, не самый лучший ни с точки зрения морали, ни с точки, тем более с точки зрения закона, метод заработка. И пусть он сулит очень большие деньги, но практически никогда, наверное, это не заканчивается хорошо. Вот, в частности, для того человека, молодого человека, который решил пойти на такой заработок. Абсолютно согласен с вами. Я бы хотел бы дать еще комментарий дополнительный. Вы правильно упомянули, что в Российской Федерации и других государствах увеличивается такая ситуация, такая негативная тенденция, когда наших граждан вообще в целом центральноазиатских государств задерживают за наркопреступления, в том числе и за их роль закладчика и за их незаконную деятельность. В данном случае действительно это так, и наше представительство Российской Федерации работает над этим и проводит широкую разъяснительную кампанию. Недавно мы встречались даже с нашими дальнобойщиками, водителями, и также им разъясняли по поводу жестоких правил наркобизнеса и того, что они могут оказаться жертвами вот таких наркопреступлений и таких наркодельцов. И вообще сама структура бизнеса, особенно в интернет-сети, она стала вырисовываться уже после пандемии. Как известно, постпандемийный период и в период пандемии, когда все движения были ограничены, введен был карантин, и все, фактически вся деятельность уже вышла в интернет. И таким образом через интернет проводится все. То есть и вербовка закладчиков, и вербовка трафаретчиков, так называемых рекламодателей, которые пишут на заборах, на стенах домов. Также есть специальные в структуре вот этих незаконных организованных групп, так называемые отделы кадров, которые вербуют их, распределяют роли, даже инструктируют таким образом, как не попасться сотрудникам правоохранительных органов до такой степени. Поэтому это такой четко сконструированный бизнес, и в итоге так получается, что молодые люди попадают в их сети. Тем не менее, такие преступления мы раскрываем. Фактически, если брать предысторию, то впервые мы столкнулись с этой проблемой в 2016 году, и в действительности не было никаких методик, никаких наработок. Практика была очень узкая, и это только начало формироваться на территории центральноазиатских государств, в частности в Кыргызстане. Но тем не менее за 3 года фактически мы за последние годы такой хороший эффект получили, хорошую практику заработали. В итоге в настоящее время эти преступления раскрываются, причем успешно раскрываются, привлекаются не только, так скажем, закладчики, но и организаторы этих интернет-магазинов. И самое главное, мы проводим такую широкомасштабную акцию по профилактике для того, чтобы молодые люди не вовлекались в данную сферу.
Здесь вот как обывателю, да, кажется, что вот вы упомянули трафаретчиков, и если обратить внимание, то гуляешь по городу, и очень много таких ссылок, скажем так, да, нарисованных на заборах, на стенах, читая которые, ты понимаешь, что что-то это нездоровое. И здесь, скорее всего, это связано с наркотиками. И вот как обыватель, мне кажется, что ну вот она ссылка. То есть, которая ведет или в Телеграм-канал, или в WhatsApp, или еще куда-то. И оттуда их накрыть достаточно просто. Но на практике, вот вы рассказываете, что это не так просто, но при этом ведутся серьезная работа Да. для выявления. Вот как это на самом деле происходит? Вот я увидел ссылку, зашел по ней, и как потребитель, да, условный, я могу, наверное, приобрести каким-то образом эти наркотические средства, но почему то же самое не могут сделать представители правоохранительных органов и таким образом выйти на них? Ну, для начала, чтобы разрядить обстановку, я бы такую информацию вам рассказал бы. Вот к нам обращались граждане, которые купили наркотические средства, тем не менее в местах геолокации, которые им скинули, не было обнаружено наркотиков. То есть их по жаргонному, так скажем, обывательскому названию кинули их просто, наркогруппы. И вот они обращались к нам, говорят, вот Интересно. нас фальшивые интернет-магазины кинули, привлеките их к ответственности за мошенничество. Вот это так, к слову, для того, чтобы знать саму специфику. Но специфика деятельности, она очень такая, знаете, своеобразная. Во-первых, как вы говорите, обывателю, который прочел объявление и далее пошел по ссылке, и далее заказывает наркотики, это может показаться так легко, но борьба с этим ведется на немного другом уровне. Если уже преступные группы чувствуют, они имеют разные, так скажем, источники связи, что к ним, так скажем, условно говоря, на хвост подсели наши сотрудники и уже фактически должны задержать, они меняют IP-адреса. Бывают такие случаи. Либо на самом начальном этапе, чтобы не путать и чтобы не заморачиваться, они меняют IP-адреса, и тот же закрытый интернет-магазин или новый интернет-магазин, он уже распространяет по новому IP-адресу. И этот IP-адрес обратно рекламируется по всему городу, по всему пространству города. Но я бы хотел сказать о том, что у нас раньше были завязаны руки, мы не могли блокировать их без соответствующего судебного решения. В настоящее время это не так. У нас, благодаря внесенным поправкам в законодательство, мы блокируем интернет-магазины, мы странички блокируем, но тем не менее это не мешает открыть все новые и новые интернет-странички и интернет-магазины. То есть в эпоху цифровизации, в эпоху развития технологий, к сожалению, мы так же, как и правоохранители других государств, это по всему миру тенденция такая, мы сейчас выступаем в роли догоняющих. Тем не менее, мы их привлекаем, потому что в любом случае данные, так скажем, от незаконной деятельности остается след, и по этому следу мы их ищем и находим. То есть это получается такая многоступенчатая структура, которая очень, она отсекаешь один хвост, появляется несколько других. Это мифическая гидра получается. Но самое главное это доказательственная база, однозначно. Должна быть сильная доказательственная база, чтобы в дальнейшем можно было их привлечь к ответственности. Здесь еще один момент. Вот в начале нашего разговора вы сказали, что очень сильно, активно сейчас распространяются именно синтетические наркотики. И без акцентирования на том, что натуральные наркотики, синтетические наркотики оказывают разной степени вред. И те наркотики, и эти наркотики однозначно это плохо, и они очень вредны как для организма, так и для семьи, и в принципе для общества. Здесь это как бы безусловный однозначный факт. Но, тем не менее, я вот из разных источников все чаще слышу о таком наркотике, как мефедрон, и что молодые люди, начиная чуть ли не от 13 лет, очень сильно подсели на эти наркотики. Вот каким образом ведется профилактика среди несовершеннолетних и вот борьба с этим очень негативным, и я бы не постеснялся этого слова, ужасным явлением в нашем обществе? Вы знаете, вот многие говорят, новые психоактивные вещества, новые синтетические наркотики.
Но в случае с мефедроном, это, я бы сказал, новое, это хорошо забытое старое. Буквально в период Советского Союза, когда были выработаны и созданы первые подразделения по борьбе с наркобизнесом, с незаконным оборотом наркотиков, вот они как раз таки на территории нашей страны, на территории соседнего Казахстана и Российской Федерации также боролись с тем же мефедроном. То есть и в то время уже были определенные навыки среди химиков, были недобросовестные химики, которые опять-таки в целях наживы заключали сделки с преступными группировками, и таким образом они распространяли наркотики. Такая же система осталась и в наши времена. В качестве примера я хотел бы еще привести изъятие мефедрона нашими непосредственно сотрудниками службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Буквально с Казахстаном мы провели несколько успешных специальных операций, совместных операций с комитетом органами Республики Казахстан, в результате которых из незаконного оборота изъято было большой объем мефедрона. Другое дело, это заставляет задумываться о том, что на территории Кыргызской Республики создаются и уже начинают успешно функционировать определенные нарколаборатории. То есть, если брать статистику, в прошлом году мы ликвидировали более десятка нарколабораторий. Это не только по производству мефедрона и других наркотиков, а также по производству, так скажем, синтетических каннабиноидов. И в итоге так получается, что в процессе, так скажем, отдельных веществ они могут завозить в Кыргызстан без компонентов, их составляющие без проблем, потому что они, когда отдельными, не являются контролируемыми веществами. Другое дело, когда они все собраны. И в настоящее время у нас в Кыргызстане открытое государство, все больше чаще встречаются наркодельцы из различных иных зарубежных государств. И это вызывает опасения. И статистика говорит о том, что увеличивается пресечение деятельности нарколаборатории, увеличивается нарколаборатории, то есть синтетика по всем направлениям наступает. И мы, как основной орган Министерства внутренних дел, ведем соответствующую работу, начиная от противодействия незаконному обороту наркотиков, борьбой с нарколабораториями, заканчивая уже непосредственно уже профилактикой. Профилактика — это мощный инструмент, и мы его используем повсеместно. Ну, у нас остается буквально 2 минуты. Расскажите, пожалуйста, ну вот в 2 словах, к сожалению, какие меры профилактики наиболее распространены? Вот, ну, по крайней мере, те, которые вы используете. Ну, в первую очередь, это первичная наркопрофилактика. Это та профилактика, которая заставляет задуматься об альтернативе наркотикам. То есть, чтобы молодые люди, дети не, так скажем, попали в сеть этого пагубного влияния наркотиков. Кроме того, мы ведем такую широкую кампанию среди наших мигрантов за рубежом. Также мы осуществляем такие широкомасштабные акции, такие как велопробеги, которые вот недавно буквально состоялся велотур у нас, открытие велосезона в городе Бишкек. В мае у нас планируется также такой забег, марафон в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Там мы выступаем с организаторами и также будем непосредственно агитировать за здоровый образ жизни. То есть это один из самых верных и самых лучших путей профилактики. Спасибо вам большое, что ответили на все наши вопросы и поставили в известность наших зрителей о том, какая работа ведется в этом направлении. Я напоминаю нашим зрителям, что однозначным выводом нашего разговора и в принципе является то, что наркотики — это абсолютное зло, и о том, какая работа ведется по пресечению незаконного оборота наркотиков, мы поговорили с начальником организационно-аналитического управления СБНОН МВД Кыргызской Республики Айдаром Шигаевым. Это была программа «Биринчи студия», а эфир Первого национального продолжается. Оставайтесь с нами.